Соревнования проходили в живописной местности Тос-Булаки, создавая идеальные условия для лучников. Мужчины и женщины демонстрировали меткость и точность. Участники, облаченные в национальные костюмы, старались показать все свое мастерство, что добавляло мероприятию особый колорит. Айрана Мангуш 3 года занимается стрельбой из тувинского традиционного лука и представляет город Кызыл. Очень сильно появилось желание стрелять. Просто чисто случайно увидела у друзей тоже лук и стрелы. И почему-то вот прям изнутри у меня загорелось такое сильное желание стрелять. 3-й год участвую в республиканском чемпионате. 2 года подряд занимала призовое место. Ну и вот, собственно, 3-й раз. В общем, не знаю, как судьба сложится. На республиканские соревнования съехались лучники со всех уголков Тувы. Участница из Чахольского района поделилась, что 1,5 года назад начала увлекаться этим видом спорта и принимала участие в турнирах, где занимала почетные места. Заинтересованность была, потому что мой муж занимается этим спортом. Он интересуется, он каждый раз, почти уже 2-3 года, он здесь приходит на соревнования и участвует в соревнованиях. И учит своих учеников. Он преподаватель в Чахольской школе. И я тоже там работаю. Мы учителя. Очень интересное соревнование, очень интересный вид спорта. Очень развивается. Представитель Судхольского района Наир Сарыглар не впервые участвует в подобных соревнованиях и занимал почетные места. Также в этом году он получил звание Ширак Бакжи, что в переводе означает «меткий стрелок». В этот спорт вступил 3 года назад. Вот, почти больше 3 года участвую в таких соревнованиях, потому что я люблю естественно стрелять из лука самодельного. Вот, 3 года назад я увидел, как стреляют, соревнуются, и я хотел участвовать. Участники съехались даже из самых отдаленных районов Тувы – Байтагинского, Мангунтайгинского и Терехольского. Ласол Чадамба приехал на турнир со своим братом. Я участвовал на Адаме, 3 раза участвовал, и в другом фестивале тоже. В 2020 или 2021 году там в Терехоле, в моем районе, тоже проводил Алтын Согун мероприятие. Я там 5-е место получал. Именно в этом году Надым собрал самое большое количество участников на соревнованиях по стрельбе из лука. Всего 149 лучников, из которых 105 мужчин. Самому молодому участнику 15 лет, самому старшему 80. Стрельба из тувинского традиционного лука – древний вид спорта, который имеет свои правила. Правила игры у нас это среди женщин это борбан. Вот эти белые мячи, да, это не кожаные, это ткань. Ткань середина лежит красная борбанда. Она дается участникам женщинам 2 очка, а мужчин у них нету такой возможности, чтобы получить 2 очка. У мужчин бах. Бах и борбан в этом отличается. Бах это кожаные мячи, грамм 150. 350 граммовые. Чтобы получить 1 очко, вот посмотрите, на первой линии есть ödemik. Сначала ödemik, стреляем, борбан и бах должна пересечь задний ödemik, потом засчитывать очко только. Чемпионат по стрельбе из тувинского традиционного лука стал очередным подтверждением живучести и актуальности этого вида спорта, привлекая все больше участников и зрителей, желающих прикоснуться к богатой культуре Тувы. Я в последний раз был здесь лет 9-10 назад. По разным причинам здесь не бывал, но вот в этом году приехал с женой, с тещей. И вот так, после стольких лет приехать сюда, посмотреть, тут все так поменялось, масштабы Надыма. А так, в этом году ожидаю очень хорошее празднование Надыма. Как каждый год проходит у нас в Республике Тува. А так, наверное, будет интересно, как всегда. Интересное соревнование, сохранение традиций. Первый раз вижу стрельбу из лука в национальном исполнении. Спросил, какие правила. Никогда не думал, что настолько сложное упражнение. Потому что стрелять по мишени на земле лежащей – это крайне сложное занятие. Очень интересно, увлекательно, здорово. Отлично, спасибо. А вы?
Я первый раз на Наадыме, и все мои ожидания оправдались. Здесь очень интересно, и молодцы ребята, кто устроили, именно устроители соревнований. Им только огромное спасибо, можно сказать. Все замечательно организовано. И вот в данном случае мы на первом соревновании сегодня. Впечатление громаднейшее. Много положительных эмоций. Выделялись несколько участников, которые показали достойные результаты и заслужили громкие аплодисменты. А победители получат не только почет и уважение, но и ценные призы. Победителем в этом году первое место награждается машина Нива. Остальные сертификаты денежные. Суммы крупные, пока не буду говорить. А женщинам? Женщинам только сертификаты денежные. Тоже хорошие суммы. Чемпионат стал настоящим праздником для всех участников и зрителей, объединив людей разных возрастов и поколений в одном стремлении – сохранить и развивать тувинскую культуру и традиционные виды спорта. Инна Клоян, Буян Магуш, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.